Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале Якутия-24 в прямом эфире. С вами Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Поправки в жилкодекс. Президент Путин подписал документ. Будет снижена плата за некачественные коммунальные услуги. Соглашение о сотрудничестве. В каких направлениях будут совместно работать Якутия и холдинг «Атомредмедзолото». Тотальный диктант об особенностях акции этого года, о самых распространенных ошибках и о вдохновении автора. Сюжет из Москвы. Президент России Владимир Путин подписал поправки в жилищный кодекс о снижении платы за коммунальные услуги, если они были оказаны некачественно. Законом устанавливается, что при оказании услуг с нарушением качества жителям должны сделать перерасчет платы. До сих пор такие перерасчеты полагалось делать лишь если услуги предоставляются с перерывами. А сделать перерасчеты платы должна управляющая или ресурсоснабжающая организация, ТСЖ или жилищный кооператив. Кроме этого, Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о новой выплате на детей. Президент подписал закон, по которому срок автоматического начисления выплат на первого и второго ребенка до 3 лет продлевается до марта следующего года. Такой порядок действовал с апреля и заканчивался в октябре. Речь идет о семьях, среднедушевой размер дохода которых не больше 2 прожиточных минимумов. Разработчики надеются, что таким образом удастся сохранить здоровье родителей и детей, ограничив социальные контакты. 178 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Якутии, из них 98 в Якутске, остальные в районах республики. Летальных исходов за сутки 3. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в ходе брифинга. Со вчерашнего дня практически во всех районах республики поступили тесты по системе ИФА и по системе ИХА. И, соответственно, наши больницы начнут работать в том числе и с этими исследованиями. Но сегодня как эти исследования, они будут использоваться, опять же, только для диагностики заболеваний людей, у которых есть определенные клинические особенности. На сумму в 400 тысяч рублей оказала поддержку Центральной районной больницы администрация города Алекминска. На эту сумму закупили и передали специальные костюмы индивидуальной защиты, маски и респираторы. Подробности у нашего корреспондента. До конца года Центральная районная больница имеет запас всех необходимых средств, в том числе и для борьбы с коронавирусной инфекцией. На сегодня количество вызовов медицинских работников и скорой помощи пока увеличивается. Особенно учитывая, что ряд специалистов не принимает пациентов в поликлинике. Каждый вызов – это использование спецодежды и прочих средств индивидуальной защиты. СИЗами, лекарствами, лекарственное обеспечение. Действительно, в связи с этим... С началом эпидемии новой коронавирусной инфекции расходы у нас прибавились, поэтому вот такие пожертвования нам очень помогают. Расход СИЗов у нас очень большой, на каждый вызов. Именно поэтому более чем кстати стала помощь, оказанная Центральной больнице администрации города. Было принято решение администрации города Алекминска выделить резервный фонд, который на борьбу с ковидом, для приобретения средств для Алекминской ЦРБ. Это перчатки, респираторы и защитные костюмы. Все поступившие средства индивидуальной защиты уже переданы в больницу и будут в работе. В целом поддержка имеется, заметила Анна Михайловна. Если выходит какая-то накладка там с машинами, если они у нас на ремонт встают, то мы сразу звоним в оперативный штаб района, в оперативный штаб города Алекминска. И при совместной работе у нас работа налаживается. Действительно, очень много вызовов, очень много отбора анализов. И так как у нас поликлиника не работает, весь прием узких специалистов тоже на дому оказывается. И это тоже транспорт? Это тоже транспортные расходы. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.
Также в Якутии продолжается рост заболеваемости ОРВИ. По данным лабораторного мониторинга циркулируют вирусы негриппозной этиологии, парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы. На сегодня профилактическими прививками против гриппа охвачено более 429 тысяч жителей региона. Это 44% от общего населения. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по республике. К другим новостям. В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Саха-Якутия и урановым холдингом «Атомредмедзолото», горнорудным дивизионом госкорпорации «Росатом» в реализации программы деятельности научно-образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития». Новый индустриальный партнер НОЦ «Север», акционерное общество «Атомредмедзолото», является членом Всемирной ядерной ассоциации. Холдинг активно развивает и неурановое направление бизнеса. Это производство тепловой и электрической энергии, горно-шахтного оборудования, инжиниринг и научные исследования. Якутия и Атомредмедзолото будут сотрудничать в области разработки и внедрения высокотехнологичной инновационной продукции, также проведения совместных научных исследований и подготовки кадров. Мы уверены, что с нашими как раз индустриальными партнерами, в сотрудничестве с научными институтами наших дальневосточных регионов, мы реально сможем через НОЦ «Север» добиться появления и новых прорывных технологий, и более глубокого фундаментального изучения особенностей поведения живых организмов на севере. То есть как раз сможем продвинуться вперед и в части развития и российской, и мировой науки в области как раз касающейся развития Арктики. Мы уже давно присутствуем на территории. У нас есть проект «Лунная» в Алдане, есть Илькон с самыми большими запасами урана в мире. Вот Российская Федерация на втором месте в мире по запасам урана. Из них в большей степени это заслуга того, что в России на территории Якутии есть Илькон. Совершенно уникальный проект, который у нас сейчас только начинает развиваться, потому что у нас сделано порядка нескольких единиц пока машин. Мы делаем их у себя в Краснокаменске, это Забайкальский край, не так далеко от Саха-Якутии. Основная приоритетная задача у нас, которая сейчас существует, это довести емкость аккумуляторной батареи до 5 часов работы. Мы это делаем совместно с ТВЭЛом, это тоже дивизион госкорпорации «Росатом». Они как раз занимаются кадмий-никелевыми работами. И думаю, эта синергия нам даст результат. За 9 месяцев текущего года МВД по Амгинскому району возбудило целый ряд уголовных дел по фактам мошеннических действий. Чаще всего представляются работниками Сбербанка и под разными условиями заставляют переводить деньги со счета на счет. Следует отметить, что мошеннические действия были совершены в отношении, скажем так, благополучного слоя населения, что говорит о том, что все слои населения, независимо от социального или материального положения, могут быть жертвами мошенников. Министр спорта Иннокентий Григорьев в поселке Нижний Бестях в Мегиноконгаласском Улусе осмотрел ход строительного объекта спорткомплекса с плавательным бассейном. Этот объект строится по федеральной программе «Спорт. Норма жизни». Внутри здания будет 2 бассейна, малая и большая, 4 спортивных зала, кроме этого 1 большой игровой зал. Есть небольшое отставание от графиков, но объект должны сдать в середине декабря текущего года. Объект сложный, новый, который у нас в сельской местности сегодня не эксплуатировался. Надо учитывать, что в Нижнем Бестяхе нет канализационной системы, поэтому тут как бы все новинка на прорабатыве, но тем не менее это будет как бы первая проба строительства бассейнов на территории, на сельской территории вот нашей республики. Если, значит, апробация хорошо пройдет, я думаю, строительство бассейнов, не такого типа огромного, конечно, но бассейнов надо в республике проводить, и это будет поможет и систематически занимаемся населению, и детям, которые должны учиться плавать.
Сделать Якутск столицей тотального диктанта в 2021 году предложил наш земляк, знаменитый писатель Андрей Геласимов. Он выступил автором теста для масштабной международной акции в этом году. Недавно организаторы подвели окончательные итоги тотального диктанта, который проходил в новом формате. Писать под диктовку можно было даже из дома. Об особенностях акции этого года, о самых распространенных ошибках и о вдохновении автора расскажет наш московский корреспондент Максим Кардозу. Несмотря ни на что, праздник русского языка удался. К акции «Тотальный диктант» в этом году присоединились 270 тысяч людей из 45 стран. И коронавирус не помешал, а только раздвинул границы. Проверить свои силы в великом и могучем в этом году можно было по традиции, очно. Также с помощью электронной программы самостоятельно, а еще и в онлайн-формате во время 17-часового марафона. В прямом эфире для разных часовых поясов в интернете можно было слушать дикторов и писать от руки. Мы получали отзывы из самых разных уголков планеты, которые смотрели марафон от Мексики до Австралии, наоборот, и понимаем, что это было очень важно и очень востребовано. И если говорить в целом о тотальном диктанте, мы поняли, что многие все-таки предпочитают диктант в ощущении того, что рядом единомышленники, ощущении вот какой-то толпы, хотя бы виртуальной. В Якутии тоже побит рекорд. К тотальному диктанту в республике присоединились 1400 человек. Это на сотню участников больше, чем в прошлом году. Все они проверяли свои силы с помощью платформы Zoom. Правда, есть в таком формате и неудобства. Когда пишете онлайн, да, то оценок не выставляется. То есть оценки для самопроверки, и выставляются только баллы, и сертификат человеку присваивается о том, что у него столько-то баллов и стольки-то. Текст для тотального диктанта в этом году написал наш земляк, писатель Андрей Геласимов. Рассказ посвящен покорению космоса и ученому Константину Циолковскому. Причем писатель так вдохновился темой, что решил расширить этот материал. Материал потрясающе мощный. Судьба Константина Эдуардовича предлагает просто феноменальный материал для драматургии. Я думаю, что даже, может быть, и кино какое-нибудь придумаем хорошее. Почему не сделать хороший сериал об этом фантастическом человеке? Самым сложным в диктанте стало слово «недоставало». Оно пишется слитно, но многие отделили частицу «не». Также часто люди писали слово «земля» в значении планеты с маленькой буквы. Это неправильно. Кстати, организаторы уже начали подготовку к тотальному диктанту 2021. Они планируют провести его весной, но загадывать в современных реалиях невозможно. Понятно другое. В любом случае, новые онлайн-форматы останутся. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Таковы новости к этому часу. Смотрите Якутию 24. Будьте всегда в курсе. Берегите здоровье.